Харудан хелегер төнче хеттөй сотуп төсөллакка бастан. Князь Петр Первый заданиятынан Петр Лисаниус оту хорохтар, оту талта дейді хорохтар төрдөлістер көріялар. Бейбілер бітін оту скихилер экспедиция кәлен князь задания бұл морылап деп аты солы соғаддағына вереттірі үппыта. Нехерием. Нехери, нехери, нехерием. Нехери, нехери, нехерием. Ande, hurra. Яковлев Наталья Григорьевна дем бар, ағылған ағын толбыта. Ол кене олғыптара бұлытанлар. Онна бұғы бұлырын болағына ден ағылға жылға бүрін сұлпыт. Мұнанлық оғыроннан оғыптың. Олонна стадаға ден манлық кенері манлық дұртачым. Ол кенері оғыптыр ғадар бұл. Атақ болағына бұл тебем ортабыт тоқтырып. Бұл болағына бейі табабыт. Атағын бар, атағын қаладес оңырап бұтта. Ол тоқтара. Икі түхінші тоғыз сұллаққа, осколаға, әті үліға келі әдемін лағыр қаяу бұт. Лағыр аспыттыра, олымны үлілі әденір әппеттірігер үлілі тақсығытын кәргенмен күтті. Ол бұл баяна денатта. Бұл манна тоғы 12 пенсионерге бардың хебеге балығынан, тұста балығынан жүкілан оттыран бардыға түңәк бітпет. Ол бәлейті же. Бұл тұққа пойют тұңғын өткені тұттасылар. Бұға бұл майын харғын орын берем, бұл бәмкені атақ бұл бірге әті құңқата оны күлге олар кендері. Бұл таба тұйы ғалы. Аха. Бұл да. Аха, таба тұйы. Ал хуа, таба чоңғытын ұңуаға. Таба чоңғытын ұңуаға бұл лажым. Тұғы символлақ тұр. Значение это. Архаичный вариант. Аха, аттон бу камскел, харскал, бу карагот бу тактыда аллара хаддерде харскал. Жон хаңата манналара киркена. Бу балана кырсатеритнен аттарынан буллагын. Бу мандык десең көрүңөр. Görürüz, olak sakalı olak çok. Toplumları tüyde de Бу мандык дегенде. Sonra kabağa da. О, битири. Ага. Битири, хавиндан. Olandan bu kergeden orada şey. Muzakı var. Var. Gurur. Stava kura lerkite raskenata bu. Tuya uğruna. Törüt karulağı qoqtağın. Jonnorum arattım anda kalbittere. Kolbura ehem agata bucike je önüne uğuqtar bağlar onu kömüllatar. İdağanan toxun. İdağanan bolağına stadağlı bitim. Hetton onu hetton ağızka bitim. Torapçıtağı sportivna şkollarını bitim. Ol kenditten bu bitiren baramanda kalemin apıqa Primorskaya denete olağana. Onu lüle bitim. Ondan sopkos bolbutadı. Onu bastan dayarkala bitim. Ağayağı. Şöhlati. Aha, manı nakbarete. Onu nakbarete. Bir oğuzdağı tebit, on tarbiyaktar. Tarbiyaktarın bolağına kühün ölürürler. Jongaman atıya. Ondan, ol kenditten Vladimir Çelyanov'ta ona Agafiye petitsina vardı. Onlar toh ömürlerinden ederüçet tohka stadağa taksın diyen ömüründen min sıkabıl kısım tukutta направлениятан таксыбытым. Стадага. Отун канна оттуру. Оттуру була бутула чүчүе найба кохан найба ден тоқтарынан оны чүчүе найба буе хеннен оттубут. Ол билен холбура мен тоқтан каянабын де бу темир суала халыныга тоқтар холлар халынактарына иче айылга бут барда кахилбатын гына багарабынытта. Кахилбатын гына багарабын. Onu bolana bihi oput şuraya diyen toxtun bile bitiydi. Kolbura bihi barğantan ota ağallaq butna töhüdük yok bolun ola hevetler hep. Ondan al
ачыктаатактарына болланы бээлерин тохторун карарбыт да булун агалаттака борду болбутун хииллер. Ону болланы атын кобра борогон дентен калбит урбут туун бихека келен ояр. Отугар. О ата болланы арахаты механик бар пустак мора халгына туухун олиннаха хиллер балах. Денете кайыбын. Сүйен түмүктер каяны истенигер кирекка. Аха. Атам туох телитнен истенаганы кахаңтан кимтен өремеккени. Мин болланы эбе маакытта ол тикситтен бу тыган таалагадлы мора кытынан көһәлдәчим. Балык эте. Балык ташлар, онна көһәлдәчим, онна көрәчим боллады. Эһем нерпе маннык тока иңиннагана. Илимгән иңиннагана тыга кирер, бихе бебин кыттана катибит. Онтан эһем тохапкалах, биддер этчип кындаран көйә битте, уже билебит. Онтан маннык тугунан күрүчөктак тохсен тамнан кастым. Ол одан маннык Багыр. тугар иңиннәре, тытыгар иңиннәре, онна эддән келер. Ол биремага ютар давыт, эбебин кытта, онна жастыбыт. Хыатын лан эбем хара тохка кайыр. Оққа тимир оққа маннык улларар. Чугун кабаддагар. Антан бул лапшанларын меха бараларына хабилатчым. Ол оннук олардан каяаппыт. Ол хиддамын билебин боллады. Балыгы хаддак меха эхемметер бу кыз туудугуна марыгына бартын туудугуна мары жирте эбем меха ол балык тиритин мандык өтө көрөбүн болла. Көрөн каянабыт онун мандык каянан хиддачы тугатай күнү атары. Онна муралдаран мандык музыкальный мастеры оксан каян музыкальный эхем шуба мандык тоңурачы музыкальный сүйме мандык нахана тыгыз арастан тыгырын түйбүн түйбү батын көдөрүпүн бар бутун бейте. Тоннука жан бу барта тигиле оны бем тигерете таба тиритнен жоннорга тигерете хари оңорете оны көрөмүн бу мен уже оңором болдажы. Небольшой буклет по нашей компании. Все может быть реальностью. В моем детстве мы тоже сомневались, что железная дорога есть, но они сейчас очень хорошо. На самом деле, конечно, это так звучит в области фантастики, да? Как бы. Железная дорога, вот сейчас у нас есть магистрали, они все идут вдоль южных границ. То есть с востока на запад, из запада на восток сообщение проходит в основном через две магистрали: Транссиб и БАМ. Это все делалось для обеспечения освоения, в том числе, Дальнего Востока. Но север Дальнего Востока и северные арктические территории, к сожалению, они не были освоены сообщением железнодорожным. Огромное количество сложностей связаны с рельефом местности. Железная дорога, она не как дорога, она петлять вот так не может. Ей нужны радиусы большие и большие уклоны, иначе поезд просто не поднимается и не опускается. Вот, но почему нужна железная дорога? Железная дорога, когда приходит на территорию, сразу появляется большая возможность для того, чтобы перевозить большое количество грузов, независимо от того, идет пурга, не идет пурга. Есть оттайка, нет оттайки. Железная дорога стоит на твердом основании, и она работает круглогодично. Наша компания вот 30 лет уже работает, создана специально указом президента Республики Михаила Ильича Николаева в 1995 году для того, чтобы развивать транспортную доступность. У нас в автобус, либо в наш теплоход и спокойно, не пересаживаясь, доехать до Владивостока, до Благовещенска, до Тынды, до Иркутска, а там пересев можно уехать куда угодно, в точку. Лечение, готовка. Ну, то есть, это же тянет за собой очень много социальных проблем. Та же рождаемость, она зависит от того, что насколько у людей имеются комфортные условия для того, чтобы здесь проживать. Испытано на себе. Ну вот сейчас начинается то, чего мы и опасались. Начался сильный ветер, пуржит. Сейчас начнет заметать дорогу. Буквально час назад все было тихо, спокойно, но это, оказывается, было затишье перед бурей. Очень сильный ветер.
И я не знаю, в каком состоянии сейчас будет дорога. Главное, чтобы он не продолжался долго. Попробуем добраться до Тикси. Сегодня нужно пройти 130 километров. Я думаю, без помощи дорожников... Воу, ветер прямо подгоняет. Без помощи дорожников, наверное, не получится обойтись. Күнде азыттар бұл бейгі найбада хөләған осколапен кәдігіт. Кирәңет бейгі түріт хүгәттәр бітін тұтығаны кирәңет растадың. Алған. Бұл ана хыбаны кирәған? Колокольчики хата. Маны колокол жәрбітті хататын маны кирәңет алтыға. Маны кирәңет? Бұл бәді маны құрылғы тұруға. Это было Ну, молодцы. Еще раз поблагодарим их. Испытано на себе. Ветер усиливается. Здесь нужно идти только в булунской стойке. Это вот так. По-другому просто сдувает капюшон, задувает ветер в лицо. Очень сильный. Не знаю, насколько он продлится по времени, но будет нежелательно, если дорогу всю, конечно, заметет. Ну а что поделать? Север, море лаптевых. Без этого никак. Идем к нашим машинам по сугробам. Надеюсь, машины сегодня нас не подведут. Нереально сильный ветер. Сдувает, сносит машину, задувает все. Вообще ничего не видно.
сдувает машины, видимость практически нулевая. Сейчас идет обсуждение вообще о целесообразности дальнейшего продвижения. Машины пока пробиваются через снежные заносы и ветер, но что будет дальше, неизвестно. Это технические моменты с бурлаком сейчас решаются. Представляю вашему вниманию вездеход, болотоход, тундроход, снегоход, бурлак. Чудо инженерной мысли. Машина, которая может проехать везде и всегда. Да, в него нужно забраться как на башню, но это единственный вариант сегодня добраться до Дикси. Мы разместились в количестве 8 человек, даже 9 с главой, 10 с водителем. 10 человек комфортно могут разместиться в салоне, но это не предел. Объем рассчитан человек, наверное, на 12 по ощущениям, если перемещаться на небольшие расстояния. В случае с ночевкой, с автономом, конечно, да, желательно это количество сократить, но 4 койки, здесь есть багажный отсек для канистр с топливом, для дополнительного оборудования. То есть автомобиль создан для автономной работы в очень тяжелых условиях бездорожья. До Дикси 130 километров, из них 10 нам удалось преодолеть на УАЗиках. Сейчас мы двигаемся достаточно медленно, потому что быстрее ехать невозможно. И ориентир здесь только по береговым скалам, плюс GPS, ну и, естественно, опыт водителя, оператора этой махины. В этой экспедиции, автомобильной экспедиции в Дикси, в пути великих свершений, основным видеооператором, фотооператором и, собственно, монтажером является Дмитрий Георгиевич Никонов, человек, который, в общем-то, когда-то привел меня в блогерство, подтолкнул к созданию каких-то видеороликов, много сам меня снимал во время наших велосипедных путешествий. И благодаря ему я нахожусь сейчас здесь, потому что именно он предложил мне отправиться с ними в это путешествие, договорился с руководителями. И вот у нас есть благодаря этому возможность увидеть уникальный контент, который раздобыть очень-очень непросто. Дима снимает достаточно давно, очень много профессионального оборудования с собой, штативы, свет, квадрокоптеры. Я думаю, что если мы с Димой хорошо поговорим, то часть материалов можно будет использовать в нашем проекте «Испытано на себе». Материалы с квадрокоптера были бы очень полезны. Мы обменяемся медиаконтентом. Я думаю, что все медиаиздания, где это будет опубликовано, от этого только выиграют. Как считаешь, Дмитрий? Да. Краткость — сестра таланта. Продолжаем движение по морю Лаптевых в суровых климатических условиях. Если присмотреться, то там на горе находится маяк, потому что бухта это все-таки судоходная. Во время короткой полярной навигации сюда заходят корабли. Кстати, в Найбе планируется строительство глубоководного порта. Есть место очень удобное, но насколько это осуществимо, покажет время. Испытано на себе. Я прям даже не знаю, ребята, насколько это все
сейчас передается камерой. Тут просто если упасть, вот сейчас, например, мы спрятались за бурлаком, огромная парусность его позволяет. Опа, осторожно, он поехал. Вот он сзади нас двигается, уезжает, и сейчас сразу же начнется дикий лютый ветер, где даже схватиться не за что. Вот так вот это все выглядит. Участники экспедиции здесь фотографируются, но здесь нужен просто нереальный баланс против этого ветра. Можно просто лечь на ветер, кстати. Вот есть такое свойство, просто ложишься на ветер и все. Держу. Давайте. Расправляйте флаг, только не улетайте. Помашите рукой. Это будет видео, потому что фото здесь снять невозможно просто-напросто. Испытано на себе с Северного Ледовитого океана при лютом ветре. Я не знаю, возможно ли передать ветер на видео, но если возможно, то это как раз он. Я уезжаю. Здесь гладкий отшлифованный лед. Здесь просто негде укрыться от этого ветра пронизывающего. Вот он просто уносит. Если сейчас я отойду со снежной, так сказать, кучки, и меня просто унесет. Смотрите, вот люди здесь катаются по льду. Я бы тоже прокатился, но камера, мне просто жаль случайно упасть и разбить камеру. А тут даже можно ничего не делать. Расправить руки, расправить спину. Сейчас мы как раз проверим ветрозащиту нашего микрофона. Непонятно, насколько это все будет слышно. Паркуется наш бурлак. Я не знаю, здесь, наверное, под парусом ходить будет гораздо легче, чем вообще перемещаться на автомобиле. Уносит людей, просто уносит в открытое море, не побоюсь этого слова. Так, все, пора загружаться. Спасительная... Спасительное ограждение, защита от ветра. Фу. Меня чуть не унесло. Здесь действительно опасно. Просто на минутку потерять контроль, и можно просто улететь. Испытано на себе Северный Ледовитый океан. Океанская пурга. Едем дальше. Испытано на себе. Ну что ж, друзья, испытано на себе продолжает удивлять. Сейчас мне посчастливилось побывать за рулем знаменитого, многоцелевого, универсального, крутейшего вездехода «Бурлак». Да, конечно, поехать здесь не получится, потому что для движения по Арктике, по льдам, при такой пурге, при таком ветре нужен определенный опыт. Но, тем не менее, просто ощутить себя на месте механика-водителя может получиться. Очень комфортное, эргономичное место. Здесь навигация, потому что без навигатора, без карт двигаться в такой белой мгле просто нереально. Здесь механическая коробка передач, пятиступенчатое, классическое сцепление. Очень много элементов, которые позволяют регулировать из кабины параметры автомобиля. Это давление в шинах, это различные подогреватели, предпусковые. Есть масса рычажков, которые так и хочется понажимать, но нужно знать их назначение четко. Сколько часов может провести водитель за рулем такого монстра? Ехать 10 часов легко ли на нем? Или, может быть, 15 часов? То есть он... Сутки можно ехать. За сутки, наверное, мы сможем доехать спокойно до Северного полюса, сфотографироваться там и спокойненько вернуться обратно. Что ж, друзья, Бурлак — это единственное транспортное средство в условиях, когда ничего другое не едет, а Бурлак едет. Смотрите дальше, испытано на себе.
Вышли на автозимник, который идет по льду. Здесь уже есть дорожные вешки, указатели. Не знаю, смогли бы ли мы преодолеть этот путь на УАЗиках. В целом вроде бы несложно, но, во-первых, очень легко сбиться с пути, потому что просто полная пустота. А во-вторых, сильный ветер и заносит местами очень сильно. У одного патриот и сзади будка такая длинная, Ага. на 3 тонны. И вот этот рама пополам ушел. О, Даже он не будовый, они в Пикси собрались ехать. А че вы так поехали? А второй машина это будовый. И вот он говорит, а нам сказали тут зимник. сел и поехал, да? Как по обычной дороге. Да. Вот мы и в Тикси. Идет снежок, ветер здесь послабее, чем на море. Но снежные наносы достаточно большие, высотой до 1-го этажа. Заметены гаражи. Вот такие вот проходы, прорывы, так сказать, в тротуарах. Вот мы и в Тикси. В принципе, по ситуации за окном это можно однозначно понять. Снежные наносы высотой с 1-й этаж. И идет снег. Между тем, погодка в Тикси нормализовалась, по крайней мере, ветер ослаб и перестал идти снег. Да, на улицах появились сугробики, про тротуары и говорить нечего, здесь все просто заметено по умолчанию. Что поделать, северный поселок. Здесь еще светло. Время здесь такое же, как в Якутске, 1 часовой пояс. Например, в Верхоянском Улусе была разница по времени 1 час. Поселок живет своей жизнью, ходят дети, работают магазины. К сожалению, за все время поездки мне не удалось увидеть северное сияние, хотя в этих местах это совершенно не редкость. Но дело в том, что мы либо приезжали поздно уставшие, либо были полночи в дороге, либо не было иной какой-то возможности. Да, жаль, но кто знает, может быть, последние дни экспедиции порадуют нас полярным сиянием, но может быть и нет. Завтра рано утром выезжаем обратно в сторону Якутска. Надеюсь, дорога будет быстрой, легкой и приятной. Испытано на себе в Тикси. Не так уж часто это происходит. В рамках проекта экспедиции «Пути великих свершений» это получилось сделать в эти дни, в конце марта 2026 года. Это здорово, друзья. Ayağından kendi artıkları narıyan öteni bilgi uğuk kotoru yumurtun budu butçamıtıkar uruy bollun ayhal bollun yühetten ürdükten ayitına tühen tündü camutun aragatçılığı karıçtı turdun arçılığı turdun diyen gördüğü attabık Kendin sağlarının sonuçların barıtın sitihen bu kadar yöre kötü duyduların eteğine bulanlarına bakalım. Şimdi
doydurur, camudun güldü, camudun negen, tutun çıkartıyla yüre, kötü, körsen anladın. Diyen duran, iyi sıldı sevilen güldürücük. Mandık raksızı kendi canlar, eminler, bizi doydurur, ayırgatın keretin, bizi doydurur saskı sipsiyerin, tepsenin, oğul barata yürüye doyup kurduk, ehliyete elinden aranatçılığı, karıştı, artçılığı dururdu. Mevcut kurduk saha bolan sanların, kihi bolan kilbeyin. Soğuk, artık, arılar istin. Dom, 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 dom. Нам удалось, несмотря на поздний час, побывать в музее Тикси, связанный, конечно, большей частью с морской тематикой, с исследованиями полярными. Очень много интересных экспонатов, очень интересные познавательные лекции от хранителей истории Булунского района. Здорово. Каждый член экспедиции нашел себе экспонаты по интересам и с удовольствием общаются, рассматривают. Уникальный общественный музей является местом сбора экспонатов многих общественных организаций Булунского улуса. Музей Горностай называется. Шикарнейшая экспозиция. Студенты и учащиеся ПТУ, Это уникальный контактный музей, где разрешено трогать все экспонаты. Стучать молотками, стрелять из древних луков, трогать кости. Школьники, которые приходят на экскурсию, с удовольствием этим пользуются. И потом уже сотрудники музея вечером после закрытия расставляют все экспонаты на место. Мне кажется, это прекрасная практика — дать возможность людям, а особенно детям, прикоснуться к истории. Очень много интересных экспонатов, действительно древних, действительно имеющих какое-то историческое значение. И все это можно трогать. Конечно, большинство экспонатов связано с исследованием Арктики. Очень много посвящено экспозиции, частей экспозиции посвящено экспедиции барона Эдуарда Васильевича Толя, Александра Васильевича Колчака. Есть реальные экспонаты с их кораблей, со шхуны «Заря», например. Очень много скелетов, чучел, птиц, животных, которые обитают в арктической зоне. Это вот маут настоящий, это заготовка для маута. Нижняя витрина, это мы в 2014 году на шведском ледоколе «Один» вышли в Берингов пролив, и все, там теплое течение, звезды, крабы, какие-то совершенно несвойственные, вон ежи, несвойственные Арктике животные, гребешки. Это Берингов пролив. Это уже Берингово море. И так, это туюны разные, посох эвенский, который грязь, какой-нибудь бадаран там или что-то, он его вот так вот тыкает, а это имитация копыта оленя. Имитация копыта оленя. Бывает простая развилка, а когда нет, он ее расширяет вот с помощью вот такого
И если проваливается палка, все назад, все обходят это плохое место, опасное. Это нам оленеводы рассказывают, какие вот были у них туюны и прочее. Да, к сожалению, поселок Тикси производит на сегодня удручающее впечатление. Очень много заброшенных домов, закрытых магазинов, столовых. Некогда крупный морской порт, мощный транспортный узел, в том числе и морской, превратился в полузаброшенный поселок. Жаль, но это наглядный пример, что творит удаленность от основных транспортных магистралей поселков Якутии. Привет. Привет. Говорят, здесь летом очень красивая природа. Не знаю, получится ли сюда вернуться летом. Я думаю, посмотреть можно было бы. Прогулка по центру Тикси, знаете, что напоминает? Напоминает выпуск передачи «Испытано на себе». Зимний пеший поход. Такие же сугробы, такие же перепады высот, такой же ветер. Единственное, что это за 2000 километров от дома. Но что поделать, такая работа. Испытано на себе в Тикси! Испытано на себе. Доброе северное утро. Что ж, друзья, сегодня мы прощаемся с поселком Тикси. Это был необычный опыт, связанный с длительным автомобильным путешествием, с автоэкспедицией, проектом «Пути великих свершений», по итогам которой все сделали очень много работы, определенные выводы, будут сняты материалы, фильмы, в том числе передачи, испытано на себе дороги Арктики. Было интересно, было здорово, всегда немножко грустно возвращаться, заканчивать логическую часть путешествия, но это неизбежно. Дорога домой всегда быстрее, надеюсь, что так же будет и в этот раз, хотя погода, госпожа, непредсказуемая. Будем надеяться, что все в порядке. Смотрите нас дальше, будет интересно. Испытано на себе из самых неожиданных уголков нашей родной республики. 7 час утра. Группа в полном составе выехала на бурлаке в обратный путь из Тикси в Найбу, Хараулах. Погода с утра очень хорошая, видимость прекрасная, снега нет, пробивается солнышко. Думаю, что обратный путь будет короче и быстрее. В районе Найбы и до границы нас ждут дорожники. Будут сопровождать, расчищать снежные заносы, если таковые попадутся. Также от границы Булунского района дорожники сопроводят по мере своих возможностей. В Найбе мы пересаживаемся на наши патриоты и двинем в обратную дорогу. До свидания, Тикси.